Сионисты обвинили Юлдуз Усманову в антисемитизме. Быть ли военным объектом США в Центральной Азии? Трудовая миграция в Россию через Беларусь. Представители общин бухарских евреев США и Израиля с гневом отреагировали на видеообращение узбекской эстрадной певицы Юлдуз Усмановой относительно ситуации вокруг Палестины. Представители общины говорят, что Усманова должна извиниться перед народом Израиля за свои антисемитские высказывания. Об этом сообщает Азадлик. В беседе с журналистами некоторые из них призвали лишить Юлдуз Усманову звания народной артистки. Напомним, что 13 мая Юлдуз Усманова в своем инстаграме выступила с поздравительным обращением в связи с наступлением праздника Разговения, в котором также упомянула события, происходящие в Палестине. Певица выразила солидарность народу Палестины и заявила, что в случае необходимости готова воевать за Палестину. «Мы говорим, народ Израиля, я не считаю его государством, потому что они сами хорошо знают, что являются захватчиками. Человек умирает только раз в жизни, если понадобится, если позовут, то мы поедем на войну. Пусть не думают, что мы заняты сами собой. Если понадобится, то мы объединимся. Палестинцы наши герои. Они охраняют и продолжают бороться за эту землю», сказала Юлдуз Усманова в своем инстаграме. Уже во втором своем обращении на русском языке она потребовала от евреев всего мира остановить кровопролитие и как минимум извиниться перед мусульманами за содеянное сионистами. Я так думаю. Мы, мусульмане, обижены, что каждый праздник вы нам устраиваете какую-то бомбежку там. Примечательно, что Духовное управление мусульман Узбекистана сделало заявление по этому поводу лишь 20 мая. В нем оно высказало общую озабоченность в связи с происходящим в Палестине, а также упомянуло, что мечеть Аль-Акса является одной из 3 священных мечетей, упомянутых в исламских источниках. Международное сообщество неоднократно подчеркивало необходимость мирного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с международным правом, говорится в заявлении. Афганскому урегулированию и нашему... Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью газете «Известия» заявил, что Таджикистан и Узбекистан не разместят американские военные базы на территории своих стран. Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было, это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится, прокомментировал Кабулов сообщение The Wall Street Journal о заинтересованности США в размещении войск в этих странах. Кабулов добавил, что Таджикистан входит в ОДКБ, и такие решения должны быть одобрены организацией. У Узбекистана стратегическое партнерство с Россией. К тому же в стране принят закон, который запрещает создание иностранных военных баз на территории страны. Так что нам особо волноваться на этот счет не надо, отметил он. Напомним, согласно решению Джо Байдена, американские войска покинут Афганистан до 11 сентября. В начале мая издание The Wall Street Journal сообщило, что в качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана американские аналитики рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока. А ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана. По словам Шойгу, данная мера призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подготовили проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение, заявил Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе во вторник, 27 апреля. Обещав им что угодно можно обещать, потому что все-таки Российский военный эксперт Лев Корольков исходит из того, что совместная российско-таджикская система ПВО строится не в расчете на Талибан, как вероятного противника. Он говорит об этой совместной системе как части будущего пояса ПВО во всех центральноазиатских странах, членах ОДКБ, и о том, что ситуация в Афганистане не имеет к этому прямого отношения. Вывод войск НАТО был ожидаем, и для нынешнего российско-таджикского соглашения это только дополнительный повод. А суть в том, чтобы завязать эту систему ПВО в единую скоординированную систему обороны южного фланга России. Талибы, конечно, могут получить авиацию, но дело не в них. Это направление у России фактически не прикрыто, а республики Центральной Азии для России с точки зрения театра военных действий приполье, необходимое для увеличения времени упреждения ракетной атаки, поясняет в своей беседе с журналистом Deutsche Welle эксперт. С удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ
продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Наблюдатели отмечают, что таким образом Россия в очередной раз дала понять, кто на самом деле является хозяином в Центральноазиатском регионе. Следует отметить, что для оправдания российского военного присутствия в регионе Кремль традиционно использует мифическую афганскую угрозу, и вывод НАТО из Афганистана лишь облегчает России реализацию данного плана. С соблюдением согласованных сроков. Это особенно важно, учитывая, что угрозы нашей общей безопасности сохраняются, прежде всего в контексте ситуации, которая складывается в Афганистане в свете начавшегося или, по крайней мере, объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны. Защитник прав таджикских мигрантов в России Каримджон Юров опубликовал видео, в котором группа таджикских мигрантов пытается попасть на территорию России через белорусские лесные тропы. Как видно на записи, некоторые из них идут по лесу вместе со своими женами и детьми. Правозащитник сообщил 23 мая, что примерно 10 трудовых мигрантов были задержаны на белорусско-российской границе, а один из них, уроженец Фархорского района Таджикистана, Бабаджон Шайхов, который болеет эпилепсией, госпитализирован. Два «Газели», которые наземным путем приехали, 42 или 43 человека, и из них их задержал ФСБ. На днях правозащитник обратился ко всем соотечественникам с просьбой не пытаться въехать в Россию через территорию Беларуси, объяснив, что такая попытка влечет за собой тяжелые юридические последствия, вплоть до выдворения из РФ и запрета на обратный въезд на территорию России. Наблюдатели отмечают, что такие действия со стороны таджикистанцев обусловлены очень тяжелой экономической ситуацией в стране и высокой стоимостью билетов на прямые рейсы в Россию из Таджикистана. Сколько бы таджикский режим не трубил о достигнутых успехах в различных сферах, в том числе и в экономике, проблема безработицы все еще остается одной из главных нерешенных проблем в стране. Для того, чтобы хоть как-то обеспечить свои семьи, таджикистанцы готовы идти на различные риски. Я